Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о том, как у вас появился проект, как он начал работать. Здравствуйте. Мы начали на самом деле очень давно. То есть мы начинали с того, что мы занимались фрилансом. Это я, Павлов Семен, Слепцов Аял. Мы все начинали с фриланса, мы делали небольшие проекты, заказы. Я, в частности, начинал с дизайн макетов. И потом в 2018 году мы решили основать студию. В то время у нас уже были проекты крупные, то есть мы до этого как фрилансеры делали дизайн-макеты для этих проектов, и потом решили основать студию, чтобы разработать мобильные приложения. То есть, соответственно, у нас уже были проекты Bodyline, JobJob. Мы их начали делать в 2018 году, после того, как открыли студию и зарегистрировали компанию. Мы тогда же открыли свой первый офис. Это было не в IT-парке, это было в другом месте, на Ленина 3/1. И мы там работали, были полностью, и до сих пор являемся полностью независимой студией. У нас было небольшое помещение, были также проекты, это сайты. И мы там работали, и мы там сидели где-то 3 месяца. После этого в 2019 году, в начале 2019 года мы обратились в IT-парк, и нам предоставили помещение 16 квадратов. Расскажите о наиболее интересных ваших проектах. Самые интересные проекты — это опять же Bodyline и JobJob. Это потому что не самые первые были. Это для нас был большой опыт делать такие хорошие и достаточно серьезные проекты. Скажите, а что нужно для того, чтобы стартовал IT-стартап? Угу. Нужны ли для этого большие деньги? И вот что самое важное? Самое важное, мне кажется, для новичков я могу посоветовать, это, наверное, то, что слишком долго и скрупулезно в детали не надо углубляться. Самое важное это не то, как ты прорабатываешь и насколько ты качественно делаешь, да? А самое главное для стартапа это сделать MVP. Это первый вариант, который ты должен сделать быстро, эффективно и быстро. И чтобы сделать эффективно, главное надо начать. Есть идея, а если нет реализации, то это все ничего не стоит. А если есть идея и также есть реализация параллельно идет, то это большое стоит. И можно сделать MVP, там сразу начать продавать, а потом уже можно собирать отзывы клиентов и улучшать, а потом уже можно даже найти инвесторов. Вопрос еще такой. Какого размера сейчас компания, то есть сколько сейчас сотрудников работает в целом, да, и над чем сейчас работаете в данный момент? У нас сейчас работает 17 сотрудников. Я проекты не могу сказать, NDA, но некоторые могу рассказать. Это сейчас делаем, завершили, получается, обновление. Выпуск Сахары было недавно. Также поддерживаем Bodyline, также разрабатываем сайты, разрабатываем приложения для НВК. Это то, что известно. Хорошо. А какого направления люди у вас работают? У нас в основном почти весь штат состоит из специалистов. Получается, у нас в команде 17 человек, из них 2 дизайнера, 1 менеджер, продакт и все остальные разработчики. Соответственно, где-то 13 разработчиков, из них 2 веб-разработчика и 11 мобильных разработчиков. Можно сказать, что у нас почти все или даже все специалисты. И у некоторых, у половины нет высшего образования. У половины есть, а у половины нет. И среди нас даже есть ребята, которые набрались опыта и начали свой путь с помощью, уже тут, в
Квантуме. То есть они пришли, у них было большое желание, у них горели глаза, мы их заметили и взяли к себе. Соответственно, они уже набрались опыта и до сих пор набираются и уже являются специалистами. А что бы вы могли пожелать начинающим? Начинающим я могу пожелать, если вы хотите быть специалистом и если вы даже состоите в каком-то стартапе, то не бойтесь делать инициативы, не бойтесь проявлять себя, не бойтесь обучаться и так далее. Это все, потому что это все формируется, за счет этого формируется характер. Если вы будете сопротивляться, даже если своему руководителю, или будете сопротивляться, или будете лениться, или будете, не будете инициативными, то вы можете просто упустить то время, за которое вы могли бы эффективно обучиться. А обучение и знания, и опыт, это все идет вклад в себя, и вы за счет этого только становитесь лучше. Здравствуйте, меня зовут Калачев Станислав, я фронт-энд разработчик компании Quantum. Я работаю здесь уже более полугода. Меня очень хорошо встретили в этой компании. У меня неоконченное высшее. Я еще не окончил, я еще до сих пор, можно сказать, учусь на заочном. И до этого у меня не было такого большого опыта в программировании. Но у меня всегда было желание стать программистом. И я пришел сюда, и меня приняли. Когда я пришел, мы сразу начали разрабатывать, уже до этого, до меня, еще начали разрабатывать приложение нашей собственной компании, и я присоединился к этому проекту. И это отличный проект, но название пока я не буду говорить. Я являюсь фронт-энд разработчиком, и я делаю весь интерфейс, можно сказать, приложения. Очень интересно. Мне еще учиться и учиться. У меня отличная команда, и они мне во всем помогают. Главное не бояться, а всегда стремиться к знаниям. И пробовать себя, наверное, во всем. Что важнее, знания, которые получены в ходе учебы, или практические навыки? Мне кажется, это практические навыки обучают человека быстрее. Но все равно у тебя должна быть какая-то корочка. Ты должен уметь самообучаться. Вот это, наверное, самое главное, что куда-то вообще, чтобы куда-то тебя приняли. А какие у тебя вообще дальнейшие планы в плане развития как специалиста? Мои дальнейшие развития, это, конечно же, стать одним из лучших, наверное, специалистов и потом уже поднять нашу компанию, чтобы нас знали, чтобы нас верили, чтобы нас инвестировали.